Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Карагулина Елена Евгеньевна. Я представляю Республику Коми, детский сад номер 1 села Вильгар Сыктывдинского района. Я работаю с детьми дошкольного возраста и считаю, что самый лучший материал для творчества – это, конечно, природный. Природный, потому что родной, потому что близкий, потому что понятный любому ребенку. Материал, который можно найти недалеко от своего дома. Можно найти в лесу, можно найти на полянке, можно найти на лугах и полях. И одним из таких материалов является вот такой замечательный материал – это сено. Сено или свежескошенная трава, но в данном случае у меня сено. Почему материал природный? Он не только близкий, понятный, но он еще очень помогает в развитии именно в изучении традиций родного края и воспитании патриотических чувств. Сено. Ну, вот такой материал сена. Это свежескошенная трава, это сено. В нем очень большая энергия солнца. И этот материал очень хорошо, пластично ложится на разные образы. Но чтобы из него что-то получилось, необходимо, конечно, воспользоваться волшебной живой водой, побрызгать. Тем самым мы снимаем сухость травы, ломкость травы и позволяет сену быть пластичным, в общем, очень удобным именно в создании образов разных животных, птиц, ну и вообще образов разных. Но чтобы совсем сено было доступное в работе, необходимо за 2 часа сено положить в пакет и побрызгать вот таким вот образом. Когда мы его побрызгали, мы берем ниточки. Ниточки могут быть любые. Могут быть под цвет травки ниточки, могут быть разноцветные ниточки. Это ниточки в зависимости от того, какой образ мы хотим создать. Ну, у нас сейчас весна, пробуждение природы, приближаются замечательные праздники, это пасхальные праздники. И, конечно, мы все ждем с нетерпением, готовимся, семья готовится к этому. И хочется создать что-то такое пасхальное, красивое украшение, декор для семьи, для дома. И я предлагаю сделать, на основе двух образов, это гнездышко и яичко. Посмотрим, какие могут быть образы возникнут при создании 2 простых таких вот предметов. Гнездышко, да, вот такое колечко. Пока что это колечко, и яичко сейчас мы создадим. Начнем, наверное, давайте с гнездышка. Для гнездышка, для колечка мы возьмем пучок сена, вот такой вот пучок сена. Возьмем ниточку. Ниточку берем в ту ручку, которая у нас умелая. Немножечко хвостик вот так вот опустили и начинаем наматывать. Наматываем серединочки, наматываем. Вот. Плотненько наматываем. Ниточку берем номер 45, можно хорошо взять. Да, детка можно и 35 взять, чтобы нитки не травмировали. Так, тихонечко сворачиваем. Вот смотрите, немножко покрутили, а теперь в колечко. В колечко завернули, колечко замотали. Так, вот такое вот колечко получаем. Колечко получаем. Колечко украшаем. Сначала нужно его хорошенечко замотать, закрутить. Закручиваем. Так, покрутили. Вот такое колечко получили. Колечко получаем. А во что же его превращаем? Можно в окошко превратить, можно в бублик превратить, можно в гнездышко собрать. В гнездышко собираем донышко, так, донышко приложили. Донышко можно сделать из гофрокартона, можно сделать, опять же, из сена. Так, можно гнездышко, вот смотрите, вот пока что колечко, так, ниточку отрываем, можно ниточку отрезать. Лишние хвостики убрали. Так, травку подровняли. Можно колечко украшать. Вот смотрите, вот таким вот материалом. Это материал сизаль. Можно и простой тканью украсить, можно вот так вот накрутить. Это сизаль. Сизаль тоже материал натуральный, он очень хорошо сочетается с сеном. Вот смотрите, можно ниточкой прикрутить, а можно и не прикручивать, потому что сизаль, он очень хорошо держит форму, да. Вот смотрите, мы его так украшаем, гнездышко украшаем, колечко.
Вот. Донышко можно сделать. Можно в колечко положить красивую тряпочку, да, вот такую вот ткань положить, да. Вот. И у нас уже получилась подставочка под яичко. Подставочка готова, гнездышко готово. А сейчас будем яичко собирать. Так, небольшой пучок мы возьмем. Так, сено тихонечко прижмем. Сено сворачиваем. Сворачиваем, да. Так, ниточку можно любую взять. Можно даже вот такую вот яркую ниточку взять. Так. Яичко будет такое у нас пасхальное яичко. Красивое будет яичко. Так. Так, покрутили. В разные стороны стараемся собирать. Так, если видим, что немножко сена не хватает, сено берем. И с той стороны, где не хватает, мы его прижмем. Прижимаем. Не забываем полюбоваться, какое сено красивое, какие травки там, да, у нас. Вот, это все родные луга, родные поля. Так. Очень ароматно пахнет сено. Так, вдыхаем, особенно когда вот еще у нас травки нету, а как раз вот запах лета, запах такого пробуждения природы. Так, покрутили, подровняли. Вот, смотрите, у нас уже яичко получается. Яичко получается, ниточку отрезали. Так, смотрите, все травиночки лишние убираем. Ножницами подровняем. Так, яичко получилось. Так, яичко мы берем и в наше гнездышко кладем. Вот сюда вот в гнездышко, можно вот так вот в гнездышко поставили. Вот такое у нас получилось яичко, да? Так, а что же теперь с этим, что из этого яичка можно сделать? А из этого яичка можно сделать, если добавить вот такие вот, добавить детали, да, клювик добавляем, глазки, крылышки, хвостик. Получился вот такой вот образ совы. Так, если ушки приложили, хвостик, глазки, вот у нас такой получился. Это уже пасхальный кролик. Вот такой пасхальный кролик. Так, если гребешок, хвостик разноцветный, крылышки, клювик, глазки, вот получился петушок. Так, а вот и цыпленочек. Так, ну вот цыпленочка мы вот сюда поставим. Посадим в гнездышко. Вот так. Так. Так, можно курочку получить. Вот у нас курочка. Курочка. А вот у нас и рыбка. И все на основе одного яичка. Так, чтобы наши замечательные образы можно было, смотрите, хорошо укрепить, можно палочку поставить и рыбку, например, посадить в цветочный горшочек, да? Можно любую птичку посадить вот так вот, да? Так, вот так можно на палочку. И может птичка участвовать, могут наши образы участвовать в организации кукольного спектакля. Так, а чтобы вот эти детали сделать, я сейчас покажу, как можно сделать, например, ротик у рыбки, как можно сделать плавничок, как можно сделать гребешок. Для этого нужно взять, ну вот, например, у меня вот такой вот материал, это шерсть. Так, шерсть беру, так, сгибаю с одной стороны, с другой стороны и хвостиком закрутила. Хвостиком закрутила и, например, вот сюда вот соединяю. Соединяю с яичком, получается, например, вот такой вот гребешок. Вот. Также я сделаю клювик, да, такой же клювик. И можно также сделать плавнички у рыбки. Так, ну вот, крылышко можно сделать из сена. Сейчас я покажу. Так, пучок взяли, немножечко сгибали, согнули, прижали, так, и ниточкой закрутили. Крылышко получили. Крылышко получаем
И к нашему, вот смотрите, к нашему яичку прижимаем. Можно прикрутить, можно приклеить. Но если приклеить, то тогда уже взрослый приклеивает. Если ребенок, то он может прикрутить. Глазки можно мягкие взять, можно взять бусинки. Можно взять бусинки, можно взять мягкие помпончики, тогда тоже можно прикрутить. Так, ну и вот наши замечательные герои составят замечательную такую пасхальную композицию. Вот, я вот использую вот такие веточки, которые просто валялись, да, я из них сделала вазочку, поставила веточки вербы, и получился вот такой вот замечательный пасхальный декор, декор стола, который украсит и дом, и украсит любое жилище, детский сад тоже. Большое спасибо за внимание.